Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. 1 сентября начнется новый учебный год для учащихся всех средних учебных заведений страны. ПРООН продолжает поставки гуманитарной помощи, предоставленной ЕС в связи с распространением коронавируса в Абхазии. О чем пишут местные блогеры? В Международный день блога с абхазскими представителями онлайн-профессий пообщались наши корреспонденты. 30 августа в Гудаутскую ЦРБ приехала бригада специалистов фирмы Foresight Medical. Они заменили вышедшую из строя деталь компьютерного томографа, а именно рентгеновскую трубку, а также проверили источник бесперебойного питания. Представители фирмы рекомендуют заменить электрический кабель, поддерживающий его работу. На данный момент КТ введен в эксплуатацию. Вчера на территорию Гудаутского ковидного госпиталя компания Foresight Medical доставила трубку, которая была привезена по нашему заказу. Значит, ситуация на данный момент такова. Трубка, она была заменена. В тестовом режиме, повторяю, компьютерный томограф работает. Проведено одно исследование, трубка работает. Но для того, чтобы компьютерный томограф в будущем работал бесперебойно, учитывая наши колебания электросети, сегодня дополнительная бригада специалистов из Российской Федерации приехала. Они специалисты по источникам бесперебойного питания. На данный момент вот эти работы по источнику бесперебойного питания продолжаются. Как только они будут завершены, наш аппарат компьютерного томографа будет введен в эксплуатацию. Образование в эпоху пандемии. Как будут учиться дети в 2021 году. В День знаний 1 сентября школы страны вновь откроют свои двери для учащихся. И это будет второй по счету год, когда общеобразовательные учреждения начнут работать в режиме ограничений. Репортаж Сарии Кварцхелия. Учитывая ситуацию с коронавирусом и новый подъем заболеваемости, фиксировавшийся в летние месяцы, до последнего стоял вопрос, каким будет формат занятий в школах в новом учебном году. В итоге было решено, что дети пойдут в школу 1 сентября, и занятия начнутся в традиционном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию. В первой сухумской школе 800 учащихся. Дети будут учиться в 2 смены. Помимо этого, в школах меняется режим работы. Для учащихся первой смены уроки будут начинаться не в 9, а в 8:30. В этом году школа примет 74 первоклашек. Их разделят по 3 классам. Первый звонок – это для первоклассников и 11-классников. Школа готова к принятию детей на 1 сентября. Рассмотрены все тематические планы. Причем тематические планы мы постарались охватить всю программу, так как мы понимаем, что год может удастся сложным. Мы подготовили еще такие тематические планы, которые бы смогли бы скомплектовать какие-то темы. В школе 54 педагога, из них 28 человек уже переболели коронавирусом, причем некоторые вторично. 8 учителей вакцинированы. Что с 15 сентября будут обследованы педагоги, имеют ли они антитела или нет, а потом уже делать им вакцинацию. На сегодняшний день школа снабжена всеми дезинфицирующими средствами. На каждом этаже санитайзеры, а в классах отдельно уголок с антисептиками, влажными салфетками и чистой водой. Мы обязали родителей, чтобы каждый родитель следил за своим ребенком, чтобы они, это уже по желанию, если родитель хочет, чтобы дети носили маски, положить им маски, причем не одну, а несколько штук, потому что через каждые 2 часа эти маски надо менять, и чтобы они имели свои антисептики и салфетки увлажняющие. Вот уже несколько лет первая школа совместно с Министерством просвещения и языковой политики помогает учащимся из малоимущих семей приобретать школьную форму. И в этот раз 22 семьям будет передана школьная форма. И в другой столичной школе номер 6 также идут последние приготовления
приготовления к новому учебному году. Кто-то подметает школьный двор, кто-то расставляет парты и стирает пыль со школьных скамеек. Здесь учатся 780 детей. Конечно, мы соблюдаем все санитарные нормы. На линейке у нас будет присутствовать только 1 и 11 класс. У нас очень много первоклассников, 4 первых класса, у нас 75 детишек придут к нам завтра первый раз. И, конечно, мы для них устроим праздник. 11 класс будет встречать и так далее. Остальные классы все 8:30 зайдут, линейка начнется в 9, остальные классы 8:30 зайдут, у них будут классные часы. Исходя из того, что у нас дети очень далеко живут, мы школа крайняя на окраине города, и у нас много детей из Гулерибского района, у которых всегда проблема с транспортом. И много детей из Бабушеры, с авиагородка. Они как-то исторически в нашей школе учатся и уже давно учатся. Мы не могли, конечно, их отправить в другие школы. Поэтому мы немножко сделали 3 смены. Знаете, как это? Плавный переход. То есть какие-то классы приходят 8:30, какие-то классы приходят через 2 часа, еще какие-то приходят через 2 часа, и мы заканчиваем к 5 вечера, мы уже заканчиваем все занятия. Мы постарались разделить на 2 входа, чтобы как можно меньше дети общались. Буфет у нас пока не открыт, но будем над этим работать. Педагогический коллектив школы молодой. 2 учителям за 60. Одна из них уже вакцинировалась. В школе проблем с дезинфицирующими средствами нет. Однако есть сложности с наличием классов. Их не хватает. На сегодняшний день задействованы все помещения, даже подсобка. У нас есть классы, где по 30 учащихся. Нам надо их делить на 2 группы на абхазском языке, на английском языке. Вот это наша большая проблема с местом. А так все остальное хорошо. На сегодняшний день больных, о которых бы знала администрация школы, нет. Коллектив здоров. У нас болела уборщица, но она, слава богу, выздоровела. Сегодня мы все здоровы. И в столичной школе номер 13, где недавно из-за сильной непогоды был потоплен двор и 1-й этаж, готовы к учебному году. Здесь до сих пор идут очистительные работы с привлечением спецтехники. Школа малокомплектная, учится всего 75 детей, а в этом году в 1 класс пойдут 5 детишек. Здесь чисто такое ощущение, что грязи не было, но на самом деле мы здесь очень большой труд вложили. Но так как у нас на 1-м этаже училась начальная школа, всю начальную школу мы подняли на 2-й и 3-й этаж, распределили по кабинетам, у каждого свой кабинет, все подготовились и сегодня тоже этим занимаются. И тем самым мы можем сказать, что завтра мы можем начать свои уроки, которые мы должны проводить. Ну, завтра, 1 сентября, у нас в 9:00 начинается линейка для всех учащихся нашей школы, так как их у нас не так много, поэтому мы всех учащихся приглашаем на линейку. Если не будет дождя, мы будем проводить во дворе. Если будет дождь, то будем проводить вот здесь в вестибюле. А что касается вакцинации, ее сделали еще не все учителя. Сделали несколько человек, всего лично я. Делаю вот завтра, послезавтра 2 числа я записана, иду делать. А так остальные пока придерживаются, не знаю, наверное, придут к тому, что надо будет делать, но пока не все сделали. Школа явно нуждается в ремонте. Даже после небольшого дождя протекает кровля. В коридорах и кабинетах по стенам струится вода и в буквальном смысле льется на голову. А ведь в день съемок прошел лишь небольшой дождь. Но даже несмотря на это, двери школы откроются 1 сентября. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В канун начала нового учебного года школьников, педагогов и родителей поздравил премьер-министр Александр Анкваб. Глава правительства отметил, что годы учебы в школе – это самый важный, увлекательный, насыщенный и незабываемый период, и что здесь закладываются основы знаний, полученных за всю историю развития человечества, раскрываются таланты. Александр Анкваб также подчеркнул, что страна, пережившая за свою историю трудные испытания, нуждается в знаниях и успехах молодого поколения, чтобы уверенно развиваться, укреплять свою государственность. Премьер-министр обратил внимание на то, что нынешний учебный год начинается в непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Практика показывает необходимость строгого соблюдения санитарных норм во имя сохранения жизни и здоровья взрослых и детей. И мы преодолеем эту проблему, если будем беречь друг друга, говорится в поздравлении главы правительства.
Программа развития ООН продолжает поставки гуманитарной помощи, предоставленной ЕС в связи с распространением коронавируса в Абхазии. В очередную партию гуманитарного груза вошли защитное снаряжение, пульсоксиметры, цифровые термометры, а также санитарно-гигиенические предметы для поддержки медицинских учреждений. Поставка организована на основании запросов Гудаутской центральной больницы, амбулаторного центра COVID-19, Галской центральной районной больницы и Сухумской городской инфекционной больницы. В поставляемый груз также входят медицинские костюмы биозащиты, одноразовые медицинские халаты, бахилы, медицинские шапочки, цифровые термометры, дезинфицирующие средства. Поставка предоставлена на основании запроса и требования нескольких больниц в Абхазии. Поставка груза была организована ПРООН через совместный механизм с Евросоюзом и ПРООН по координации диалога. И мы надеемся, что этот груз поможет ответить на требования, которые мы получили от больниц и амбулаторий в Абхазии. Благодаря этой программе на сегодняшний день мы получили на 15 тысяч долларов США гуманитарный груз. Груз в основном это средства индивидуальной защиты. Медицинские халаты, медицинские комбинезоны, защитные экраны. А также присутствуют пульсоксиметры в количестве 40 штук. Данный груз очень полезен для нас, и он будет распределен по медицинским учреждениям, занятым лечением коронавирусной инфекции. 30 августа в 21 час 38 минут в МЧС Абхазии поступил сигнал о том, что в цехе по производству шлакоблоков по улице Адыгейской в Сухуми произошел несчастный случай. Один из рабочих попал под ленту дробилки. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательного ведомства оказали пострадавшему первую помощь и доставили в республиканскую больницу. Пострадавший находится в отделении реанимации. Медики оценивают состояние его здоровья как крайне тяжелое. Купальный сезон в Абхазии будет официально закрыт 28 сентября. К такому совместному решению пришли руководители государственной инспекции по маломерным судам МЧС, экологического ведомства, а также главы всех районов республики. Основным показателем при принятии данного решения стал природный фактор. В частности, понижение температуры морской воды, увеличение периодов штормов, высота волн и связанные с этим риски при купании в море. После 28 сентября будет свернута работа спасательных пунктов на пляжах республики. Изъяты ограничительные буи, определяющие купальную зону городских акваторий. ГИМС МЧС Абхазии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и правил безопасной эксплуатации маломерных судов в периоды после официального закрытия купального сезона. В море в последнее время возникла еще одна проблема. После сильных дождей на берег выносится всякого рода мусор, в том числе и древесина. Жители и гости Сухума стали жаловаться на своих страницах в соцсетях на сброс отходов деревообработки в море. Так ли это на самом деле? За комментариями мы обратились к председателю Госкомитета по экологии Савелию Читанава. Сегодня с утра были звонки с просьбой посмотреть, отправить инспекторов относительно проверок пляжей на Синопе, якобы ввиду выброса опилок. Мои инспектора сейчас поехали по набережной от Маяка, в общем, до Килашура. Они будут сейчас мониторить ситуацию. Информацию мы получим завтра. Но на сегодня, вот я вместе с вами приехал, я сам прошелся кромки воды, посмотрел, там никакого выброса постороннего в виде опилок нет. Единственное, что мы можем обнаружить с вами после тех катаклизм, иначе не назовешь в условиях Абхазии, после тех катаклизм, которые произошли несколько дней назад, и, соответственно, эти малые и большие реки снесли огромное количество древесных веток, коряг и так далее. И, соответственно, море способно самоочищаться, и через какое-то время все это выбросило на берег. Выбросило, и в то же время коммунальные службы, спасибо им за это, очевидно, собрали и аккуратно лежат, не создавая помехи отдыхающим. Собственно говоря, о происшедшем
можно говорить следующее, что оно не наносит ущерба окружающей среде и экологии. Центр правозащиты российских соотечественников в Абхазии договорился с руководством Галского района о сотрудничестве, в частности, в области оказания юридической и правовой помощи жителям района. Центр бесплатно оказывает юридические и правовые консультации. Получить их может любой гражданин России в Абхазии, да и не только. Об этом сообщает пресс-служба Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии. По данным Министерства туризма, Рицинский реликтовый национальный парк с начала этого года по 20 августа посетили более 500 тысяч человек, а Новоафонскую пещеру почти 310 тысяч. Объем оказанных платных услуг РРНП составил более 167 миллионов рублей. Пещеры более 154 миллионов рублей. За этот же период 2019 года Рицинский парк посетили 281 558 человек. Было заработано чуть более 91 миллиона рублей. В 2020-м 108 342 человека и заработок составил 36 миллионов рублей. Комплекс Новоафонской пещеры с начала 2019 года по август посетили 190 142 человека. Объект заработал около 95 миллионов рублей. За тот же период 2020 года пещеру посетили 44 503 человека, а платных услуг объект оказал на сумму более 22 миллионов рублей. 31 августа отмечается День блога. Сегодня блогосфера – самая быстро растущая часть интернета. Число авторов виртуальных дневников за последнее время выросло втрое. В мире насчитывается около 100 миллионов интернет-блогов. Есть они в нашей стране. О чем же пишут местные блогеры? Есть ли и польза от их деятельности? С абхазскими представителями онлайн-профессии пообщались наши корреспонденты. Репортаж Гукут Савардания. Полезные советы, обзоры гаджетов, красивых мест, рассказы о путешествиях, отзывы об отдыхах и многое другое. Сегодня сеть блогов, будь то видеоотчет или фото с описанием, в котором содержится различная информация, знакомы каждому пользователю интернета. Как смастерить красивую вещь, как приготовить вкусную и при этом полезную еду, как избавиться от пятен за 2 минуты, сделать красивую прическу и куда поехать. Теперь, чтобы ответить на эти вопросы или чему-то научиться, не обязательно проходить какой-либо курс и ходить на занятия, ибо даже курс можно пройти онлайн в интернете. Общемировая блогосфера – это самая быстрорастущая часть интернета, которая на сегодняшний день демонстрирует практически троекратное увеличение за год. В мире насчитывается 75 миллионов блогов. Абхазские пользователи соцсетей тоже стали себя проявлять особенно активно последние несколько лет. Сегодня рекламу или отзывы о посещаемых местах, конечно же, легче посмотреть в интернете. Абхазия – страна туристическая, поэтому и блоги отечественных пользователей соцсетей в основном направлены на эту сферу деятельности. Как, например, интернет-дневник журналиста абхазского телевидения и по совместительству экскурсовода Абхазской национальной туристической компании Наура Гумба. Как-то зимой у меня возникла идея, нельзя ли создать страничку, чтобы мои туристы, с которыми я уже был на экскурсии, могли там любоваться природой, местами, где они уже побывали. Ну и так уже пошла идея развивать эту страничку, не только просто любоваться, но и записываться на различные экскурсии. И теперь я уже сотрудничаю со многими туристическими фирмами. Это из Сочи, из Адлера. То есть Инстаграм – это очень хорошая площадка для того, чтобы не просто там показывать свои картинки. Там некоторые любят фотографировать, снимать видео, но и для того, чтобы немного заработать. Пары со всей Абхазии до сих пор завязывают на этом месте ленточки, загадывая, чтобы их любовь длилась вечно. Министерство туризма республики активно сотрудничает с российскими блогерами, приглашая их в республику. И, кстати, в ответ получают положительные отзывы о стране. Неиссякаемый колодец. Природа Абхазии, она вообще не перестает удивлять. Я не знаю, наверное, вот кто ездит туда вот постоянно, да, там каждый год, либо через год, ну, короче, посещает эту республику, страну, государство постоянно, да, я думаю, что вы меня поддержите. Каждый раз, когда вы едете, всегда приятно, всегда так здорово, потому что это природа, это горы. Вообще, о чем тут говорить? Одна дорога на Рицу чего только стоит.
Однако есть и другая сторона медали. Некоторые блогеры приезжают сюда не с целью собрать побольше положительных отзывов о нашей стране. Они целенаправленно снимают и посещают непривлекательные места. Или даже специально провоцируют некоторых людей, чтобы просто вывести их на эмоции, а потом выложить это на канале YouTube или Instagram. К сожалению, по словам многих блогеров, контент с материалом, на который польется так называемый хейт, то есть шквал отрицательных отзывов, конечно же, привлекает большое внимание. Но этому можно и нужно противодействовать. Показать красивую Абхазию – цель еще одного абхазского блогера Натальи Боджгуа. Ее страница с туристическим контентом переросла практически в целую турфирму, где над блогом работает небольшая команда из нескольких человек. Она снимает видео, отвечает в директ, составляет описание к фото или видеоматериалам. Аудитория в основном российская. Очень много комментариев приходит: это Абхазия? Не может быть. Вот чтобы в Абхазии было так красиво, мы решили показать по-другому нашу страну, показать наших абхазов, какие они красивые, какие они воспитанные, культурные, интересные, ведут здоровый образ жизни, занимаются благотворительностью. Мы решили показать абхазок красивых, стройных, воспитанных, интересных. Мы решили показать абхазские семьи. То есть мы не только говорим об отелях, мы не только о ресторанах говорим. У нас этот сегмент тоже пропадает. Когда ты на Booking заходишь, там такие некачественные фотографии, и там так много всего, что люди думают: господи, в Абхазию лучше не стоит ехать. Если кто-то зайдет в гости Статы в блог, он поймет, насколько у нас красивая страна. Блог о семье и о жизни ведет и Арианда Гулия. У нее около 100 тысяч подписчиков. В основном на видео она снимает своих малышей. Подписчиков у меня уже больше, чем 100 тысяч, чему я очень рада. Мой блог о моей семье, о моих детях. Я показываю каждый день то, что мы делаем. Больше всего просмотров на видео, где мой ребенок сходит обычно с ума, младший особенно. Ну, как-то, не знаю, больше как-то завлекает людей такие моменты, когда он готовит со мной. Они очень любят на это смотреть. Мы очень часто на кухне время с ними проводим. Старший уже как-то больше стесняется камеры, а младшему это все как бы очень пока нравится. Создать блог, сформировать качественный контент, продвигать в нем рекламу – очень хороший способ заработать, практически не выходя за пределы офиса или дома. Блоги ведут даже дети. Дорогие подписчики, спасибо за то, что вы меня поддерживаете в конкурсе. Вы у меня самые-самые лучшие, самые-самые крутые. Вы еще не успели поставить мне лайк? Считается, что первым блог придумал британский ученый Тим Бернерс-Ли. В 1992 году создатель всемирной паутины начинает активно публиковать на своем сайте новости, делится мыслями и новыми изобретениями. Спустя 4 года в мире происходит блог-эволюция, а в 1999 году появляется первый сайт с бесплатной платформой для создания интернет-дневников. И этот процесс стремительно набирал обороты. Сегодня блогеров все чаще приглашают осветить то или иное мероприятие, ведь многотысячные подписчики обязательно прочитают о событии и расскажут о нем своим друзьям. Вот почему блогеров порой сравнивают с журналистами. Гугуца Вардания, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. 31 августа стартовал второй этап чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. 11-й тур открылся на Сухумском стадионе «Динамо» матчем между командами «Динамо Сухум» и «Шахтер Тхорчал». 1 сентября в Новом Афоне состоится матч между командами Афона и лидером чемпионата Гудаутской Рицы. 2 сентября в Гагре состоится центральный матч 11-го тура, где в очном поединке встретятся Гагра и Сухумский Нарт, которые делят 2-ю и 3-ю строчки в турнирной таблице. 3 сентября состоится заключительный матч 11-го тура на стадионе имени Даура Ахвалидиани в Гагре. Сандреевский САЦ принимает галский Самурзакан. Команды еще ни разу не побеждали в этом сезоне. Начало матча в 17 часов. Прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, в системе «Спорт» и в соцсетях. Мы встретились с главным санитарным врачом, обсудили проведение чемпионата Абхазии. В свою очередь она нам рассказала, каким санитарным мерам нужно придерживаться. С ее разрешения мы начинаем с сегодняшнего дня второй этап чемпионата Абхазии. Глядя на первый этап нашего чемпионата, можно сказать, что он
проходит достаточно интересно и зрелищно. Так как те команды, которые замыкают турнирную таблицу, они отнимают очки у тех, которые впереди чемпионата Абхазии. Второе, то, что первые 6 команд имеют почти одинаковую сумму очков, набранных очков. И это и способствует зрелищному просмотру, это способствует уровню футболу. Это то, что нам всем интересно. По поводу уровня игроков, это все те люди, которые воспитанники каждой команды. Мы их всех знаем, они стараются показывать хороший уровень футбола. Так как у нас нету своих внутренних судей, мы решили, чтобы открыть центр подготовки юных арбитров. Во главе этого будет стоять Дмитрий Жуков. Это достаточно квалифицированный специалист. Он много лет уже работал в этой сфере. Мы в виде набора будем набирать юных, хороших, одаренных. Это могут быть бывшие футболисты или те, которые хотят стать судьями людей. Будем давать им образование бесплатно. Соответственно, им будут проводить теорию, то есть давать образование. В то же время будет проводить им практику. Практика – это через детско-юношеский футбол. Они будут обучаться этой деятельности. Вы знаете, основная проблема, наверное, не секрет, это финансирование. Не только в футболе, но и в каждой сфере наверняка есть такие проблемы. Хочу напомнить, что каждая команда наша, она финансируется из администрации каждого города, то есть из муниципального бюджета. Есть команды, которые недавно совсем заявились, такая команда, как ЦАЦ, это поселок Цандрыч, это в истории абхазского футбола, это первые, которые вот так взяли и выставились. То есть представители этой команды делают все, чтобы эта команда существовала. В этом году им, да, сложно с финансовой точки зрения, с подбором игроков, но мы надеемся, что в следующем году будет нормально. В общем, мы договаривались с представителями, встречались, говорили о том, сколько нам кругов сыграть, сколько игр будем играть. Мы пришли к тому, что будем играть 6 месяцев в году. Конечно, испытывая финансовые сложности, но они все будут стараться доиграть этот чемпионат. Мы должны быть уверены в том, что каждая команда доиграет этот чемпионат. Когда приходили работать в Федерацию футбола с помощью квалифицированных людей, мы написали план развития нашего абхазского футбола. То есть, другими словами, это те вещи, которые нам необходимы, но в то же время их у нас не было. И мы стараемся поэтапно воплощать в реальности идеи, которые у нас есть. Плюс хочется сказать слова благодарности, если можно, конечно, всем людям, которые нам помогают физически, с финансовой точки зрения. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в среду 1 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и со второй половины дня временами дождь, гроза, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 24-29. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Эфир Абхазского телевидения продолжается.